Мы рады, что вы все сегодня пришли, во-первых. Давайте поаплодируем сами себя, что мы дошли. Ура! Доехали. Да, большое спасибо, очень ценим, что вы откликнулись на наше предложение. Сегодня посетили штаб. Это, как вы понимаете, последним является в этом году, новогоднее, ключевое. В этом мы подведем итоги деятельности штаба за целый год. У нас приготовлено большое количество разных конкурсов, подарков. Дуслар, бүтін Мәскәүдә, менә хәзер инде яңа гаиләләр, балалар белән дә киләләр безнең яраткан штабыбызга. Беләсездер инде безгә инде 27 ел. Также бик күп чаралар уздырдык бу елны. Бик яхшы булды яңа дуслар. Бу штабта безнең килде яңа очрашулар уздыра башладык. Шулай ук без бик күп партнерлар Мәскәүдә таптык, алар белән бик күп яңа проектлар алып барабыз. Бу елны бик күп яңа проектлар ачылды. Менә инде безнең мәсәлән бизнес-клубыбыз бар, совместно сильные люди дигән вот Айнур Гафаров. Бик күп чаралар уздырдык. Шулай ук безнең самый успешный проект, наверное, это Татар мафия, Рахат кишләре, Рустам Парсов. Один из, да, с организаторов. Также у нас Ильяс, вот Хайрулин тоже с нами. Очень много мероприятий проводили. Спасибо вам большое, летних. Также летние выезды, летние мероприятия. Каждый раз в месяц у нас проходит Рахат кишләре, благодаря Руслану Рашитову. Каждую пятницу у нас татарская мафия, Руслан Курмакаев проводит. Очень много активности. Также Тимур Хабибулин в этом году активно начал проводить мероприятия. Знаете, с 1 июня мы начали проводить пейнтбол. Лето активно началось у нас. Также Руслан Нигматуллин, самый активный, наверное, кто вошел в нашу татарскую тусовку, татарская бачата и разные активности. Конечно же, от каждого, если сегодня мы позвали всех наших самых активных ребят, которые принимали участие в деятельности татар и башкир в Москве. И эту встречу мы решили провести итоговую в этом году и поблагодарить всех вас. Благодаря вам мы вместе тут, в этом теплом штабе татар. Также у нас была новогодняя вечеринка именно непосредственно со студентами. Вот Рафиль, Ренаточка, Алина, все здесь активисты, которые организовали этот новогодний вечер. Спасибо вам большое. Очень много разных активностей, много кто проявил себя с лучшей стороны, кто-то открылся с лучшей стороны. Появилось новое шоу «Салам пополам», Данир Закри, тоже спасибо тебе за это шоу интересное. В любом случае, мы всегда поддерживаем ваши все активности. Если есть какие-то интересные проекты, мы только за. Спасибо вам большое за вашу помощь, за вашу активность. 2024 год был годом семьи, надеемся. Кто-то создал свою семью, поженился, хотя в этом году у нас тоже порядка 11 пар образовалось, женилась. Ильдар. Поздравляем, Ильдара тоже у нас. Наконец-то. Также у нас вот есть друзья, которые уже с детьми. Которые уже развелись. Они тоже здесь. Хотел сказать с детьми, Ильдар, а ты уже развелись. В любом случае, мы рады всем вашим активностям, мы будем поддерживать. Спасибо вам за поддержку. И также давайте следующий год будем активны вместе также. И также будем активны. Да, Рахмет Сизге Бигзур. Кадерлі дуслар, бик яхшы менә җыелдык. Без сезне бик яратабыз. Барыгызны да яратабыз. Һәрберегезне дә яратабыз, да. Гульнар сезне ярата, мин сезне яратамын. Мы вас очень все любим, мы к вам очень все привязаны. Мы вот на самом деле в год, ведь сколько мы встречаемся, а со студентами мы встречаемся каждое воскресенье. У нас 100 мероприятий в год. Ну, год прошел хорошо. Я единственный от всей Москвы был на 7 федеральных сабантуях. Больше из Москвы никто не ездит, да? Мы все-таки, вот Гульнара, наверное, достижение, что самый влиятельный, самый популярный, самый политик среди татарской молодежи, благодаря вам всем. Гульнара, знаете, да?
нас очень много нынче награждали. Вот какое-то достижение может быть, то, что у нас было 15 ифтаров, которые вы организовали. Такого тоже никогда не было. 7, 8, а так 15 ифтаров у нас было. Вот. Вы тоже все принимали активное участие. Вот поэтому сейчас в Москве все считают, что в штабе муфтия. А я это... Я всем говорю, нет. Не верят, понимаете, вот. Поэтому по мусульманской теме, таких как мы, такой пропаганды мусульманства столько, мы 100 роликов сняли только на мусульманскую тему, да, по ифтарам, по всем делам. Ну, наверное, мы все-таки довольны этим годом, да, довольны этим годом. Мы каждому из вас, ну что вот пожелать в Новый год? Ну, счастья, конечно, любви. Любовь в магазине не купишь, так ведь? Вот любви желаем вам. Мехапат. Здоровья желаем. Не забудьте поздравить своих дедушек, бабушек, своих родителей не забывайте. Вот мы специально от Деда Мороза вам приготовили книги. Возьмите книги своим родителям и возьмите газеты. Вот. У нас сейчас, значит, впереди в январе будет каждый январь. У нас 7 детских подшефных домов. Есть там кто-то с родителями, кто-то не с родителями. Если у кого-то есть желание помочь детскому дому, вот у нас коробочка, там телефон. Это никого мы не заставляем. Вот такое пожелание. Мы им... Вообще, я вам скажу, вот у нас детские дома в очень хорошем состоянии. Вот и книги у них есть, все у них есть. Единственное, они каждый год слезно просят какие-то интересные игры. Вот мы им игры покупаем. Вот, компьютерные, вот. Если есть желание помочь, вот, я уже сказал, вот. Хотелось бы вот этот год, чтобы все в этом году такое ненужное осталось, чтобы в Новый год мы с таким оптимизмом, вот вы, если вы с нами, если вы в штабе, то вы уже необычные люди, вы все талантливы по-своему, и поэтому мечты у вас всех должны быть сверхмечты, вы должны вот о чем-то большом мечтать. Президентом стать, депутатом стать. Мы это постоянно повторяем вам. В журнале Forbes, чтобы вы были, богатыми были, успешными и, конечно, здоровыми. Вот, поэтому очень вам желаем, чтобы вы вот свой талант, вот, чтобы вы его применили в жизни, чтобы вы успешными достигли того, чего вы хотите. Ведь в молодости очень сложно сейчас. Нужно так поспеть за информацией, за новостями, за всем на свете. Все надо успеть, да? Ну, успевайте. И еще при этом спортом занимайтесь и мечтайте, сверхмечтайте. Вот. С сегодняшнего дня, чтобы у вас были сверхмечты на следующий год. Вот. Тоже надеемся, что и в тарах примете участие. Вот. Счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Спасибо. Меня зовут Рустем. Мы есть общество татарских парней, сообщество. Мы называемся командой Рахат. И в рамках команды Рахат мы стараемся проводить мероприятия. И в 2025 году также будет много мероприятий, к которым вы все можете присоединиться. Это наши, скажем так, флагманские Рахат Кишляры от Руслана Рашитова. Также от него учеба, игра на гитаре. Кто хочет научиться игре на гитаре, он проводит их по четвергам. Также наша же команда, да, Рахат, скажем так, проводит вторую флагманскую вещь, это татарская мафия. Она обычно по средам. У нас будет несколько вечеринок. К каждой вечеринке мы готовимся. А кто был на наших вечеринках? Похлопайте. Были? Вот, приходите. Также в рамках команды Рахат я создал сам свое маленькое, пока что маленькое детище Рахат Спорт. В следующем году у нас уже Динара Алукаева проводит свои, растяжечки, стретчинг и так далее. Я с марта месяца начну также активно вовлекать вас на калистенику. Это когда работа с собственным весом. Очень увлекаться начал этой темой, поэтому в Рахат Спорт тоже всех приглашаем. Также у нас есть Рахат Караоке. Оно редко проводится, я потому что немного подустал от него, но иногда проводится. Также, как я понимаю, на Новый год от Тата Бачаты там очень активно, а также от Рахата будем проводить езда на коньках, да? В парке Горького, в Лужниках, либо в ВДНХ. И в принципе, все наши мероприятия мы искренне, любяще готовимся к ним, поэтому всех приглашаем, все приходите, будет здорово. Я не забываю, что я татарин, и оно как-то тянет все равно, да?
Но вот благодаря энергии Гульнары вот такие мероприятия проходят и в штабе татар, благодаря Дамиру, да, то, что он меня под это, там, татары тоже, их надо как-то развивать и так далее. Вот, поэтому я хочу сказать огромную благодарность Рустам Абы, да, хочу сказать благодарность Гульнаре, и именно такие люди, как мы, вот как тоже человек вот до этого выступал, да, Рустам, да, называется, нас миссия взяла на работу служение вам. Вот, поэтому, и вот мы сейчас буквально минут 5 назад общались с девушкой, да, Эльмира, да, вот девушка, она лечит людей, лечит им легкие, да, она терапевт. Это тоже миссия взяла ее на работу, служение людям. И я к чему хочу вас призвать, бизнес бизнесом, не всем быть предпринимателями, но не забывайте служить людям. И самое последнее, что я вообще хочу сказать, секрет успешного человека, когда он несет благополучие, помогает нуждающимся, да, вот то, что мы вот призвали, да, помочь. И богат тот, кто несет домой благополучие, помогая нуждающимся. И самый главный секрет, никогда не забывайте дарить подарки богатым. Вот, когда вы дарите подарки богатым, вы несете домой изобилие. Когда вы помогаете нуждающимся, вы несете благополучие. И третье, помогайте всегда рабочему классу. Пришли в ресторан, оставили чаевые, человек работает на ногах. Строитель построил дом, дайте 5000, не жалко будет. Вот я, почему мне приход, вот сегодня тоже деньги пришли, потому что я каждый раз, когда заказываю в самокате в Яндексе, я всегда 50-100 рублей оставляю. Они отправляют деньги детям, да, там же таджики, узбеки. Врач в бесплатной клинике вас там, вас вылечил, отблагодарите просто. Баракат булсын, салек салух булсын. Поэтому делайте друг другу добро. И сегодня пожалейте, сделайте добро. И амин, у вас все получится. Спасибо вам. Меня зовут Рамис. Мы занимаемся продажей, онлайн-продажей халяльной продукции, в том числе колбасы, домашняя заморозка, очень вкусная. И все у нас натуральное. Сегодня предоставили вот на столах, можете попробовать, это наши мясные деликатесы. Вот именно это у нас ребра конские, спинная часть. Все халяльное, попробуйте. Более 30-40 позиций. Есть приложение в Телеграме, есть канал, и там внутри есть приложение, мини-приложение, как магазин, все максимально просто. Заходите, ознакомьтесь. Также есть подарочный набор. Если кто-то еще не решил с подарком на Новый год, родным и близким, также есть подарочные наборы, можете заказать. Все, спасибо за внимание. В общем, многие меня знают, да. Я также являюсь резидентом клуба «Сильные люди», серийный предприниматель. У меня 5 основных направлений бизнеса. IT, строительство, маркетплейсы, крипто и еще у меня 11 студий балета. Студии балета? Да, 11. В общем, но есть у меня один еще некоммерческий проект. Я сам до 7 лет не говорил ни на каком другом языке, кроме как на татарском, поэтому у меня очень сильно болит душа за татарский язык, за его сохранение, потому что язык, ну, я сам говорю на 4 языках и могу с уверенностью сказать, что язык, он формирует образ мышления, наш менталитет и все, что с этим связано. Поэтому я бы очень хотел, чтобы те, кто не очень важно, может быть, владеет языком, или у кого было в планах это когда-либо выучить, вот 25-й год – самое лучшее время. Вот, пожалуйста, ищите курс, у нас в Татарском культурном центре есть бесплатные курсы, также в интернете можно найти множество учителей, поскольку если вы вот лично, каждый из вас не сохранит это культурное наше наследие, то, к сожалению, оно может потеряться и прерваться. Поэтому очень вас попрошу обратить на это внимание. И я сам лично подхожу к людям, знакомлюсь, пытаюсь добавить в чаты, по возможности, потому что во время рассылок там каких-либо, или когда вот у меня активно работает бот, от моего имени в Телеграме отправляют приглашения, к сожалению, мало людей вступают, но если у вас есть друзья, знакомые, тоже их приглашайте, у нас там активности проходят, офлайн встречи бывают, все на татарском языке, досуговые, в общем, такие мероприятия. Очень буду рад видеть и вас, и ваших друзей, знакомых, и давайте постараемся язык вместе сохранить. Татарский Илон Маск.
у кого есть желание пробежать хотя бы там 5 или 10 километров, можно вот Гульнаре написать. Мы соберемся в компании, это как бы первые шаги, надо с чего-то начинать, надо пробовать. И мы всегда боимся расширить свои границы, расширить какой-то свой диапазон. И как раз через бег, через марафон ты повышаешь планку и выходишь за матрицу своих границ. И у кого есть желание просто попробовать, ничего сложного нету, мы будем готовиться, будем подготавливаться и все вместе татарской компанией пробежим 10 километров. Татарский забег в следующем году. Меня зовут Джамиля, у меня очень много было ярких событий, даже некоторые нельзя озвучивать. 18+? Очень жаль. И минус тоже. Но есть самое значимое событие. Оно не самое яркое, но самое значимое. Я закрыла гештальт наконец и получила красный диплом по режиссуре. Красный диплом по режиссуре. Это я и так сделаю уже в этом году. Так. Приготовить тазик оливье. Самое яркое событие, что сейчас мы сегодня все сидим и провожаем Старый Новый год. И желаю ярко, чтобы вы так же прожить, как я. Мне уже 7-й десяток, простите, я уже бабушка, да. И у меня яркое событие, что мы всей семьей, я мечтала полететь куда-нибудь за границу, далеко на океан. Это случилось как раз. Вот, сын, невестка, я, внук, сват, свахи и так далее. Мы же полетели 8 человек, и мы отдохнули хорошо. А приехав оттуда, получают квартиру, ключи от квартиры, и еще множество всего было. Еще у меня сейчас проект в Татарстан, везу 80 человек, покажу нашу республику Татарстан. Вот такой вот у нас... Как записаться к вам, если, допустим, человек тоже хочет, или нельзя? Да, можно. С наступающим. Меня зовут Альбина, уже, наверное, тоже все знают. Я пыталась вспомнить и такая думаю, боже мой, что же такое было? Представляете, столько событий каждый день, да, что вот реально я была в этом году, в самом начале года, на Байкале, на зимнем. Просто у меня ощущение, что это было несколько лет уже назад, а это в этом году. Я мечтала всю жизнь побывать на зимнем Байкале. Ребята, это просто нечто, это сказка, это надо обязательно быть. Вот. Да, вот все программа, вся вот эта обалденная. У меня знакомый, который на Байкал отправляет группу, прям рекомендую. Не знаю насчет татарского штаба, нужно ли туда записываться через них, но если что, имейте в виду. Вот. Ну и в этом году я получила 4-е высшее образование. Муж говорит, ты когда-нибудь остановишься? Я говорю, нет, наверное, пока я живу, я буду... Дальше. Health coach, университет образовательной медицины. Я health coach, я помогаю людям встать на рельсы здорового образа жизни, потому что на самом деле все мечтают, да, но что-то им мешает. И вот как раз health coach это стык психолога и нутрициолога, это вот такая система. И вот в этом году как раз я, слава богу, завершила это обучение. Так что, если что, обращайтесь. Ну и что нам... Да, тяну, уже потянула, держи пока. Так, что нам... Так. Господи, увидеть северное сияние, это моя мечта. Обещаю. Hayırlı kişi iптәшләр, сезнең штабыгыз бик ямьле, бик матур. Рәхмәт сезгә кунакка чакырган өчен. Минем исемем Рузина, мин килдем Тюменнән. Мине монда Альбина чакырды. Гости из Тюмени, давайте поприветствуем. Мин 3 шәһәрдә торам. Мәскәүдә бар, үземнең жильем, Сочида и Тюмендә. Косметолог булып эшләйм, үземнең салоным бар. Самое яркое событие, беләсезме, һәрбер көн яркий. Даже уйлап утырам, кайсысының иң яркий булды микән. Наверное, то, что я тоже нянейка. Моей внучке год исполнилось. Вот. Приезжайте в Тюмень, в гости. У нас очень хорошо горячие источники. Прямо вот в центр города Тюмени и кругом горячие источники. Посмотрите на сайтах, по интернету. Очень удивительно, город быстро растет, быстро развивается. Хәерле кич барыгызга да. Нәни татарча башлап җибәрделәр, татарча алып та барыйк. Исемем Айдар була. Ульян өлкәсеннән мин инженер. Беләсез инде, мин дә әйтә алмыйм бер генә событие турында. Миндә бик күп шундый яркий событиялар, нәрсәдер мин планнар куям да һәм аларны үтәмен. Нәрсәдер шулай көтелмәгән чыгып килә. Һәм дә инде әйтәләмен, һәр көнгә шатланырга кирәк.
Бик шат штаб булганга, мин монда йөргәнгә рәхмәт сезгә чакырган өчен. Монда татар чаралар бик күп уздырыла. Һәм дә инде үзебез дә без актив. Мәсәлән, мин яратам шугалакларга йөрергә. Һәм киләсе җыелыш бездә була суббота көнне, иртәгә. Кем тели килегез, шугалак ул каток була. Рәхмәт барыгызга да. Җыелабыз парк Горького. Сәгать 6-га тартылабыз. Сәгать 9-га ләп. Кем тели килегез. Нәрсә әйтәйем? Гульнара белә, бөтенегез белә. Кем тели, бүген килегез минем янга. Сөйләрмен, аңлатырмын, контактлар бирермен. Так, нәрсә эшләргә кирәк? Укырга. Признаться в любви. Ярар булдырыбыз. Меня зовут Лиана. Два запоминающихся события произошли в этом году. Во-первых, присоединилась к татарской компании, побывала в штабе, и вместе с тем очень много активностей осенью и зимой было. Скалодром, веревочный парк, коньки первый раз на лед встала. И второе событие, получила второе высшее образование. Юриспруденция. Обещаю съесть 20 чпичмаков. Всем добрый вечер, меня зовут Эльвира. Ну, наверное, тоже значимое событие этого года, попала в татарскую тусовку, чему очень рада. Отметить день рождения в самолете или в поезде. Мне очень нравится это дело. Сіз менің исемім Гүлүсә була. Менің үш шундай миңа истә калган үш вакыйга булгандыр бу елны. Беренчесе чит илдә беренче тапкыр булдым. 29 яшьтә. Стамбулда шунсы бик каты теләгән идем. Икенче вакыйга ноябрь аеннан гына татар штабына йөри башладым. Монда шундый күңелле, шундый атмосферный икәнен, шундый душевный кешеләр икәнен белмәгән идем. Йөри башлаячакмын инде. Һәм өченче вакыйга декабрь аенда үземнең 3-нче специальностьны алдым. Зовут Руслан. Самое запоминающее событие — это переезд в свою квартиру. Поздравляем! Спасибо. И помириться с врагами. Самое яркое впечатление, ну, конечно же, открытие онлайн-магазина «Лавка вкуса». Другого быть не может. Укусить змею и ужалить еще лучше. Меня зовут Гильшат, мне 26 лет, я работаю терапевтом, врач, да. Самое запоминающее событие — это рождение племянника, Маратика, которого я очень люблю, и то, что я поступила в ординатуру на бюджет на психотерапию. У меня поспорить с обезьяной в зоопарке. Меня зовут Сабина, мне 29. Я по профессии челюстно-лицевой хирург, но сейчас самое главное событие моего года и моей жизни — это я стала мамой. Вот наша девочка. Да. Таслима. У нее исконно татарское имя Таслима. Вы, наверное, знаете. Таслиме, да. Таслиме. Да. Вот. И еще я создала бренд в декрете. Решила, что просто сидеть дома у меня не получится. У меня есть свой бренд, «Влияние» называется. Все с татарской тематикой. Можете зайти в Инстаграм влияние.бренд. Вот. Там прям много-много интересного на татарскую тематику, на татарском языке, разные принты по типу «Акча проблем тугель», вот такие вот вещи. Вот. Прикольно. Вот. Заказывайте. Да. Так, встать на гвозди и не упасть. Вот так. Да. Всем привет, меня зовут Эльза.
Мне 24. Какое-то самое яркое событие этого года выделить не могу, но, наверное, хочется сказать, что в этом году я забрала свой диплом, из-за которого я переезжала в Москву, то есть моя основная цель выполнена, чему я очень рада. Вот. Также трудоустройство на новую любимую работу пока что. Нарастить синие реснички. Что-то новенькое. Меня зовут Ренат, я из Нижнекамска. Самое яркое событие, наверное, это новое направление в бизнесе, связанное с тендерами. Вот, мы реализовали 3 тендера на текущий день. Поработать курьером. Это актуально. Всем привет, меня зовут Альфия. Яркое событие, наверное, я вышла на работу из декрета. 3 года была в декрете и наконец-то вышла на работу на удаленку, как я хотела, и в Яндекс. Вот, поэтому это была такая моя цель, поэтому туда вышла. Съесть шаурму на Казанском базаре и не умереть. Меня зовут Рустам. Я работаю в системе столичного образования. Ну, трудно выделить какое-то яркое событие. Наверное, 9 лет я работаю в этой системе. В этом году я получил ведомственную награду от Департамента образования и науки города Москвы. Наверное, это самое яркое событие, которое подытожило какой-то промежуточный итог. Перевести бабушку через дорогу. Чтобы она не сопротивлялась. Меня зовут Тимур. Одно из ярких событий в этом году было то, что я присоединился к бачате. Немножко научился танцевать. Пожелание выиграть квартиру рандомно. Хайрли кеш барыңызға. Меня зовут Гульшат, мне 25 лет. И самое яркое событие в моей жизни, это, наверное, в мае я съездила в Индию, отдохнула. Потом я попала в штаб. Очень яркое было лето, очень нравится в штабе. И вообще все татарское общество, которое есть в Москве, очень душевные, очень интересные люди, разносторонне развитые. Я получила диплом лор-врача, наконец-то, 8 лет жизни. Вот. Устроилась на работу. Помочь бездомным. Делаю это каждый месяц. Молодец. Спасибо. Всем привет, меня зовут Аида. Самым ярким событием этого года был месяц Рамадан для меня, потому что это было... Я впервые держала пост, и в этот месяц я познакомилась с новыми людьми, побывала в интересных местах во время ифтара. Вот. И, наверное, поменяла свое видение на свою жизнь. Вот. И теперь она меняется в этой жизни. Барагызга салям, минем исемем Гульназ. Мои яркие события. Их, наверное, таких 3-4 отмечу. Первое, это мы, такой группой татар поехали в Нижний Новгород и прям зимой под снегом катались на сапах. То есть это классно на самом деле. Второе, это то, что я маму, привезла чтобы она увидела московский Сабантуй. Что это? Масштаб это. Удивилась? Ей понравилось прям очень. Вот. А третье, я всю жизнь мечтала, я хотела себе завести суриката, или хотя бы потрогать. Я сходила в антикафе и наконец-то я потрогала. Боже, это такое создание. Сурикат. Вот. И у меня еще была цель такая какую-то, я пою в ансамбле, и я хотела бы исполнить песню. И я выбрала необычную песню, я прям настояла, давайте ее на наш концерт исполним. Это песня «Заман». Полететь на воздушном шаре. Меня зовут Рустам, мне много лет, но выгляжу я моложе. Да. У меня много запоминающих событий было, там и смена работы, очень классно было съездить на майские праздники в Дагестан, классно отдохнуть, но из таких прям одним из ярких я наконец-то реализовал свое давнишнее желание стать экскурсоводом и летом провел несколько экскурсий по Татарской Слободе. Так что у нас по Татарской Слободе метро Новокузнецкая, там где ТКЦ и прочее. Так что в новом сезоне, я думаю, в следующем году, если все будет хорошо, и мы сможем также согласовывать посещение ТКЦ. Жду вас на своих экскурсиях.
Слепить большого снеговика. Ляйсан! Да, это я. Самое яркое событие в этом году? Самый яркий у меня вообще каждый день праздник, поэтому... Правильно. Так и Я надо жить. коуч, расстановщик, психолог, вот это вот, которых больше всего сейчас. А самое яркое событие у меня клиенты заработали 15 миллионов за месяц. Вот, который зарабатывал миллион. Вот, я считаю, что есть моя заслуга, поэтому яркое событие. Сходить на концерт любимого исполнителя. Всем привет, меня зовут Эльмира, я врач-пульмонолог. Мое яркое событие в этом году, я впервые познакомилась со штабом татар. Я думаю, это самое яркое событие. Конечно, это самое яркое событие. Станцевать в метро. Ой, ну все. Сегодня вечером. Меня зовут Айнур Гафаров, я основатель проекта Strong People Business Club, также являюсь официальным представителем бизнес-ангелов, инвестируем в IT-проекты, в строительство, в дома частные, в предприятия. Если кому интересно, angellist.ru, вы можете там оставить свои проекты, инвестора там смотрят. Также являюсь основателем проекта Sailor Win, совместно с представителем компании Озон помогаем сейлерам. Сам предприниматель, магазины на Озоне, на Яндексе, там сколько миллионов есть оборот. Еще планы грандиозные, в общем, будет яркое впечатление, скажи. Да, самое яркое впечатление, мы привлекли больше 100 миллионов рублей предпринимателям в этом году. Запустили проект Sailor Win и организовали выставку для наших резидентов. У меня лучшая команда, которая окружает, и она еще будет пополняться. План на следующий год грандиозный. И я вообще что хочу сказать. Есть такая фраза, что такое мечты? А мечты – это крик наших способностей. И вот все, что вы сказали, да, вот не зря Гульнара сегодня сделала вот эту игру мечты, да. И вот мечты – это крик наших способностей. Что вы себе намечтали в душе, вот, да, кто-то из курсоводов, кто-то научно. Мечты – это крик наших способностей. И я вот в следующем году желаю, чтобы все ваши мечты, вот они исполнились, да. Ну, погнали дальше. Что мне? Забить решающий гол. Я забью на следующий гол. И не один гол, а несколько голов. Мы с командой добьемся высоких результатов. И пусть у вас также будут высокие результаты в жизни, в семье. Salkınlarda tüyük suması, rüzgar güller
Yağmurdan kalır şılar Ursa dağda para vurmaz Kırsam şıralan zaman Güde ayla gündezeyler Sularında yer zalımı Hey! Ursa dağda parlar yağlar Para mindir düz alımı Güde ayla gündezeyler Sularında yer zalımı Hey! Uzakta parlar yağlar Bana mindir düz alımı Чего не хлопаем? Kızlar gibi tüzlekleri Aldım gidip ayrına Ursatalı sarı sarılan Eller şuna sarılına Güde aylar güde zeyler Sularında yüz alımı Hey! Ursatalı parlar yağlar Para mindir düz alımı Güde aylar güde zeyler Sularında yüz alımı Hey! Ursatalı parlar yağlar Para mindir düz alımı Ursatalı parlar yağlar Para mindir düz alımı Para mindir düz alımı Saya yılgalar yola Saya yılgalar yola Türkiye yoluna duvar O garibim şu yaklarda O garibim şu yaklarda Şişmem onları bular Fayda mele erdirmişke fayda mele Şişmege düşemeli Şişmege düşemeli Kaman sine sıyem diye Sıyem kaman sine diye Sevne şişemeli Sevne şişemeli Su şaşırdı buyna guste Su şaşırdı buyna guste Sürdük evlarına Eri sultan şılarında Eri sultan şılarında Kalır sivlarında Kaytan eli erdirmişke Kaytan eli Şişmege düşemeli Şişmege düşemeli Kaman sine sıyem diye Sıyem kaman sine diye Sevne şişemeli Sevne şişemeli Erdirmiş yağlar bizi Erdirmiş yağlar bizi Mehmet üzenlere Bu yürekleri
yigitleri, kul yürekli yigitleri, dindaşsız güzellere. Kayıptameli eldirmişke, kayırmışke kayıptameli, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Kaman sinesi yendiği, sıyemi kaman sinediği, serine şişemeli, serine şişemeli. Dağlarsın mı yaşlı dizlerimi, jırlarıma kuşlup jırlasam, marşı düşmesin mi yüreğim, merhametin bilen jırlasam, bilmiyorum sırmış sıkmağına, riza bulursun mu yüreğim, ayrılanda kadar sevme, aman koyduğum nelerge, bilmiyorum dönmüş sıkmağına, riza bulursun mu yüreğim, ayrılanda kadar sevme, aman koyduğum nelerge. Aşkla dolu yürek gündekinde, Urtaklanın sızılıp kanım, yaşlarım geçirmez olacakta, uçtum şuradan sırmazlar, aydım şakla sana duylarına, yanlarında rengi kalırlar, kırılışın taşlanların yakar, şurasını karşı alırlar. Şırlarıma kuşup şırlasam, arşı düşmesin mi yüreğim, merhametin bile şırlasam, yürümürüm dönmüş sıkmağına, rizam olasın mı yüreğim, ayrılanda bende bir sevme, aman koyduğum nelerge. Durmuş sıkmağına, riza bulursun öderge, ayrılanda bende bir sevme, aman koyduğum nelerge, ayrılanda bende bir sevme, aman koyduğum nelerge, aman koyduğum nelerge.
Kayınlar yanına gelip gittin yedim. Ey bağına bağına sıvı sıvı akgülmeyin. Sinaklı kalkülmedim. Üzerine sinüzüyle vayını bulup güvenine. Vayse vayında, vayse sin, vayını diktiren. Yalnız vayını, kışkanımın, niyanısı diktiren. Vayse vayında, vayse sin, vayını diktiren. Yalnız vayını, kışkanımın, niyanısı diktiren. Koyunlar bilen şayarı, uzakla oynadınız. Ahre semine bedinler, ümidi uyladınız. Sıvısını akülmeyin, silahlı kalkülmeyin. Gözlerine sinüzeyre, ayını bulup gürenine. Vayse vayından, vayse sin, ayrılmak diktiren. Yalgış vayını, kışkanılın, minanısın diktiren. Vayse vayından, vayse sin, ayrılmak diktiren. Yalgış vayını, kışkanılın, minanısın diktiren. Kaysa kayında, kaysa sin, ayranı diktiren. Yağış kayında, kış karalan, minarısın diktiren. Uftanıma bırer, yaz kere tüperi, şaş eşir sene uftanıma. Yaz ömür şulayırdı. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Yaz gide, belki de ömür şulayırdı. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Uftanıma, bitsinler bu uzganları. Uyunak görüp güne uzgarlar. Yaz giderden buradan akıbeti zırşanır. Yaptı gün ebedi uzmanlar. Sinana sin bulgan akıbeti zırşanır. Yaz kere güdedi, şalı şeşe gürsem de uftanıma. Yaz gide de gide, ömür şular yürde. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Yaz gide de gide, ömür şular yürde. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Sanduga şerşerem tığla, bayarara kanata. Sanduga şalmaga, almagaşka sanduga. Merkebet merkebet melek, kutlarında yanmaga.
sandugaçka almagaçka sandugaç Merkebet melek Kutlarında yanmagaç Birisi ala, birisi kuya, bir yigit garmun sayılır Garmun sayırı, sandugaçtay garmun sayırı da sayırı Köyünü köyge yalıgı, yalıgı, bir yigit garmun sayılır Garmun sayırı, sandugaçtay garmun sayırı da sayırı Köyünü köyge yalıgı, yalıgı, bir yigit garmun sayırı Buynamay güzel bu ama kulda karımını bulganda Kırgıda ırıp parasıyla cümlerimin kulganda Karımın sayrı sanduvaçtay karımın sayrı dar sayrı Köyüne köyge yalıgı yalıgı beriye git karımın sayrı Karımın sayrı sanduvaçtay karımın sayrı dar sayrı Köyüne köyge yalıgı yalıgı beriye